Груß, Shalom Aleichem. Lomer on hebben der volgendiker limit in Yiddish Deutsch. Behind mir well lernen es Seiten. Seit unbestimmter Pronomen und seit die Zollwörter und Volkslieder Papyrosen. Здравствуйте. Лимит Драйценстер. Лимит Драйценстер. Здравствуйте. Начнем следующий урок по изучению Yiddish Deutsch. Мама Лошин. Идиш. Языка идиш. На этом уроке мы рассмотрим неопределенное местоимение. Это баштимикер проном, оно называется. Вот. И также рассмотрим числительные ди цолнвертер. Я бы сказал, максимальную их часть рассмотрим. То, что положено для начальной школы. Даже более чем. Вот. И также рассмотрим очередной куплет народной песни «Папиросен». Купите папиросы. Коев же папиросен. Вот. Ну, Ломер он Хейбен. Давайте начнем. Значит, вам нужно знать такую вещь, видишь. Этих вещей много, я сразу говорю, но все надо давать постепенно. Значит, чтобы не было шока какого-то, там перегрузки, короче, или отвращения и какого-то такого отторжения языка. Вот. Поэтому вам нужно ознакомиться, в числе прочего, с неопределенным местоимением. Это баштимикер проном. Значит, начнем с примера. Вот есть пример, допустим, Inem es Zimmer est man. Это что это такое? Inem es Zimmer est man. Вот. Вы сразу обращаете внимание, значит, сейчас я покажу, как это все выглядит. Так, надо какой-то лист, чтобы его прикрывать. Значит, здесь возьмем. К сожалению, анимации у меня нету, меня Сахнут ничего не оплачивает. Вот. Чтобы нанять программистов, они анимацию сделали, или каких-то компьютерщиков продвинутых, там, кто разбирается в этих редакторах. Вот. Ну, все гениальное просто, вы знаете. Как говорится, хотелось бы изучать. Вот. Значит, пример будет такой. Смотрим. Значит, инем. Что такое инем? Это индем. Я вот дал объяснение. Вот это инем, да, это индем. Это в этом индем. Дальше идет эс-циммер. Эс-циммер это столовая. Это эс, это вы помните, кушать. Вот, циммер это комната. Ну, ясно, что это столовая. Эс-циммер, эст мен. Эст мен. Вы сразу, это эс это есть, эст это он, она, оно или вы едите. Вот. Такой перевод, пока вы еще ничего не знаете. То есть в этой столовой она ест, он ест или вы едите. Это настоящее время, да? Это пока вы ничего не знаете. Значит, здесь, допустим, нету подлежащего, понимаете, в этом предложении. И вот в конце, когда нету подлежащего, это можно было бы сказать, допустим, inem es Zimmer est, и точку поставить. А говорят est man. Вот. Что такое est man? Это действие, выполненное кем-то неопределенным, вот, которое сейчас выполняется. Вот этот man,
Это отсутствие конкретного указателя на того, кто выполняет это действие. Значит, вот. В английском языке есть такие же аналоги, это have been там и прочее. What it must be done, it will be done. Это Брюс Ли сказал. То, что должно быть сделано, будет сделано. Это, ну, там разная сложная грамматика, есть разные употребительные. Вот. Мы сейчас о наших баранах. Zu uns Bagel. Баранках. Значит, Цунзер, да, о наших. Цунзер Bagel. Так, значит, вы поняли, что если нет подлежащего, то есть действие выполняет кто-то. Значит, в конце или где-то ставится обязательно man в предложении участвует. Вот этот man это такой маркер, маяк такой. Это вы точно знаете, для чего он теперь. Это чтобы вы его не пугались. То есть это действие неопределенно кем выполняется. Вот. А теперь, значит, есть к нему еще довесок. Довесок это не просто man, это me, вот, допустим, которая ставится перед глаголом непосредственно. Вот. И это есть такие предложения. Значит, это вот. И есть мем, вот, с, значит, Эйберштрихл это апостроф. Вот. И это не путать с ют, с буквой ют не путать. Это именно штрихл. Вот. Смотрим. Вот этот штрихл, вот я его тут обозначил, он здесь жирно. Вот. Это и мэ обозначил. Если в конце здесь мен стояло, потому что здесь как бы с глаголом эст, а потом после глагола мен, да, эст это едят, это, ну, допустим там, или вы едите, вот так вот, вы едите, значит, и потом мен идет. То есть вот так вот они выкрутились, значит, здесь. А получается, вот если перед глаголом, перед верб это глагол, перед вербом, используется в сокращенной форме, если бы поставить эту неопределенность выполнения действия, то это было бы не мен, а ме. И оно постоянно не после глагола, а перед глаголом. Либо входило в состав глагола как приставочная м с апострофом. Вот этим штрихлом. Вот, я его показал. Вот, значит, как это на примерах просчитать? Вот, допустим, есть такое me land dem роман in, значит, уфмерзам, уфмерзам, вот так вот. Это читают роман с вниманием, уфмерзам. Вот. Я в конце каждого урока говорю «Danken for Ufmerksam». Ну, там Ufmerksam получается. Вот. Это спасибо за внимание. Вот. Вот это здесь тоже получается «Me leent dem роман mit Ufmerksam». Это с вниманием. Вот. Но можно сказать не «Me leent», вот, читают этот роман, кто-то там, они там читают, или, значит, вот, читаете, допустим. Это, можно сказать, значит, роман ими читается с интересом, хотя ими это подразумевается, но нигде это, на него указывает только вот это вот «мэ» в начале. Вот посмотрите этот пример. Вот здесь вот. Видите, я написал «мэ», вот, потом пробел идет, и идет глагол, значит, у нас «land». Вот, «dem роман», там, тра-та-та, и дальше, там, «mit ufmerksam», с вниманием, да. Но главное обратить внимание сюда. «Мэ», потом пробел, потом следующее слово «land». Вот. Но оно может сливаться, то есть вплетаться как дополнительная приставка перед глаголом «land». Вот. И будет оно значит, «mland», вот так вот, «mland» читаться, «mland». Это как апостроф, вот штрихл этот, «mland». Вот. То есть как-то по-особенному он не произносится, просто добавляется буква, и этот апостроф, он у нас там встречался в предыдущих уроках, я там формы расписывал, где он еще попадается. Там их,
там тоже глагол будет, да, их лейн, я читаю, то есть хлейн получается, вот так вот. Вот. Применяется. Есть еще одна форма, dos is, она как size читается. Там тоже size, там самех идет, потом штрихл этот апостроф и is. Это следующее аев, там алев, вот, и туда дальше. Значит, там юд и зайн, да? Да. Значит, но в данном случае мленд, вот, что вы себе представляли, это значит меленд, вот так вот, дем роман, то есть или ими читается этот роман с интересом, потому что дем это этот получается конкретный, вот, или они читают, но они не говорят, просто читают, кто-то там читает даже, ну это как множественное число здесь больше переводится, вот. Тоже вот пример вам еще. Шабес он зунтик, арбет мен нит. Что я сейчас сказал? Суббота и воскресенье, значит вы дни должны знать, ну я еще их не давал, вот может будем по букварю разбирать, я дам там. Вот там монтик, динстик, митвах, донерштик, фрайтик, шабес, унзунтик. Это, или просто зунтик. Вот, это дни недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вот. Так вот тут шабас ун зунтик, арбетмен нит. Это вот. Почему арбет, а потом мен идет? Вы поняли. Если только после глагола, значит мен однозначно будет. Вот. То есть такой пример, что сейчас вот вы посмотрите на него. Вот такой пример. Да, нижняя строчка. Шабас ун зунтик, арбетмен нит. То есть субботу и воскресенье не работают. Арбетмен нит. Вот дальше. In class learned man un me schreibt. Это что это такое? In class learned man un me schreibt. Это вот тут интересно. Тут man и me используется. Как бы... Потому что перед глаголом и после глагола. Вот вам пример хороший. Смотрите, нижняя строчка. In class, значит, learned, man, глагол, после глагола man, это лангернун в конце. Дальше. Un, me. Почему me? Потому что после идет глагол. И это me уже перед глаголом. Schreibt. То есть в классе учат и пишут. Вот так вот. Значит, обратите внимание, зачем я повыделял вот эти вот окончания красным шрифтом. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вы уже знаете, что это, получается, такое окончание фигурирует в он, она, оно, вот. Но здесь оно, это третье лицо, единственное число. Но здесь оно, вот эта форма, именно вот это окончание из «ме» или «мен» будет переводиться не он, она, оно, пишет, читает, там, учит, не знаю, там, разбирает, меряет, вот, а именно они, как бы получается, они, вот так вот. Это есть еще хитрый такой перевод, этого никто вам не скажет, я только скажу, так, чисто между нами. Значит, как люди, мен переводится как люди, это по умолчанию, вот, чтобы вы себе представляли. То есть можно его до такого доводить, до такого визга поросячего. То есть, но это никому не говорить, это так между нами, как между родственниками. Вот. Родственник, ты мне руб должен. Ну, это не отсюда. Дальше. Индемшуль, это вот, я вам сейчас дам домашнее задание. Вот. Это, дам домашнее задание. Значит, сейчас послушайте, мы сначала я дам это, а потом то. Вернемся, разберем то. Что я вспоминаю сейчас за домашнее задание, что я когда-то давал на 12-м уроке на Элвстере, на Свелстере. Вот, я давал домашнее задание, мы его не разобрали. Значит, смотрите, домашка ваша будет. Ой, значит, нужно будет вот это предложение
дописать, ну, окончание по вот этой теме. In dem Schul, это в школе, что делают? Читают. Вот надо вот это читают обозначить через неопределенное местоимение, которое мы только что прошли. То есть посмотрите, это как это сделать. Во-первых, читают, вы должны знать, как это, и добавить неопределенное местоимение. То есть оно будет в одной форме, если это будет до глагола, и после глагола будет в другой форме, с лангернуном. Это я вам подсказку даю. Только что мы это прошли. Дальше. Значит, и еще одно дам предложение. Значит, здесь будет фигурировать глагол троган. Троган это носить. Вот. Это сразу как инфинитив я вам даю. А вот вы его должны преобразовать. Вот. Носят ведро в рабочий день. Вот. Смотрите. И потом, я вам скажу, не носят ведро в выходной. Это вот так вот. То есть, смотрите сейчас внимательно. Это домашнее задание вам. Два хитрых предложения. Первое не очень хитрое, так себе. Второе хитрое. Значит, что надо сделать? Надо разобраться. Значит, я вам даю троган, инфинитив. Вы его должны преобразовать согласно пройденному неопределенному местоимению, которое мы только что прошли, преобразовать его в нужную форму. То есть они или там, ну, они, допустим, носят, dem эмер ведро, in, допустим, arbeitstag. Arbeitstag это в рабочий день. Вот, это. А потом вставить сюда nitkein, вот эту вот форму, nitkein. О ней речь пойдет в следующем уроке. Я ее дам, она довольно-таки, скажем так, заковыристая, как вот это вот местоимение неопределенное. Короче, ее надо давать дозированно, аккуратно, не спеша, чтобы она правильно, скажем так, зашла. Вот, это. И вот, допустим, опрутох. Вот nitkein, да, не носят ведро. In опрутох. Вы знаете, Опра Уинфри, да, это опру, это выходной. Вот, как отдых переводится, опру. А опрутох это выходной. Вот, арбетстох это рабочий день, значит, а опрутох это выходной. То есть опра имеет такое выходное имя. Ну, она, собственно, там и сидела на диванчике постоянно, отдыхала. Вот это вот дело. За космические там, в общем, гонорары. Ну, это не тема сейчас. Вот, значит, то есть вот такие два предложения вам надо преобразовать. Вот. Это, скажу, что отрицание здесь, как для выходного ведро будет как nitkein. Еще раз, давайте просмотрим внимательно. Тут сказать, ничего не показал, дал задание и ничего не видно. То есть опрутох это выходной, значит, арбетстох это рабочий день. Вот. И вот вам задание. А теперь разберем то задание, что я давал в прошлый раз. Я его долго искал, это самое, сам не понял, думаю, а что оно такое простое. Ой, жалею вас, жалею. Ну вот это вот, тут надо было что сделать. Согласно баффел формы в повелительном наклонении, и глагол тут получался гибум, это давать, гибум. Вот. Надо было преобразовать предложение ир, это вы нам письмо, то есть вы даете нам письмо. То есть тут получается гид, вот я вставил. Это домашка с предыдущего урока, вот зеленым цветом, гид. Гид, как Луи де Фюнес в аэропорту. Но она его там спросила, я пересматривал опять, значит, более точно. Там на французском и последние два, это Унзер Мишпахе, она его спросила. Это наша семья, на французском она ему сказала что-то там, это и как наша семья в Нью-Йорке там поживает, а потом она вот, это на французском это все, а потом наша семья, Унзер Мишпахе, как они там делают, гид, а Луи де Фюнес ничего не понял, вот, из последнего, что она ему сказала на идиш, вот, и повторил вот это гид, так ехидно как-то, недовольно, короче, и пошел дальше, вот. Вот это было в аэропорту. Вот. Ну да. Там пацан там был какой-то, но он быстро ушел.
Вот такое. То есть гид это, ну как, давай, как вы, дайте, вот такое вот. Или давайте, вот такое. Это можно и подгонять этим гид, и... Ну да, это как для ускорения темпа получается. Вот. И тут второе предложение, they, получается, они тебе Lernbuch, это учебник, то есть они дают тебе учебник. То есть здесь geben надо вставить было, потому что это множественное число. Тут инфинитивная форма. Вот она идет. They geben dir Lernbuch. Они дают там тебе учебник. Вот. Да, dir Lernbuch. В общем, все, вот это что-то такое простенькое, я даже немножко теряюсь. Это, ну, для первого класса мы же с букваря начинаем, это пойдет, чтобы не загружать, так как в иврите наваливает. Рассказали пшико такое вот, там, что-то тут поставить, и все, а домашнее дают, и такое. Думаешь, как его делать, если этого не рассказывали? Вот как его делать? Вот, вот во избежание всего этого я даю максимально подробно, чтобы не было вопросов. Или ДЗ простенькое даю. Так, значит, неопределенное местоимение мен и м с апострофом, с вот этим эйбер штрихлом с этим, мы разобрались. Значит, баштимикер проном оно называется, неопределенное местоимение. Все, идем дальше. Следующая тема числительной. Вот. Да я дело в том, что после этого, наверное, в отпуск уйду. Как Терминатор говорил, I need a vacation. Это вот тоже самое, получается, их дарф, а урлойб. Это, ну, я нуждаюсь, мне нужен отпуск. Их дарф, а урлойб. То есть я уйду на каникулы там где-то до сентября, потому что сейчас все равно, ну как, магия спит, вот. Что-то я там выложу еще по видео, такое не сильно серьезное, но у меня несерьезных не бывает. Вот. А по идиш я, наверное, до сентября, до начала учебного года ничего давать не буду. Будете изучать то, что есть. Вот. Спешить не советую, потому что потом я погоню картину, где-то ускорюсь, короче. Вот. Может, тексты какие-нибудь, загадки там подаю еще. Вот, ну, посмотрим, в общем. Ну, в отпуск ухожу, урлойб, отпуск. Вот. Или выходной там, да, опрутох. Ну, тут урлойб больше подходит. Ну, в общем, неважно. Числительные. Ди Цолнвертер называется. Вопрос вифл. Есть такой вопрос, видишь, вифл. Это сколько он означает. Вопросительный знак. Это числительные должны отвечать на этот вопрос. Сколько? Значит, есть, вот если счет брать, допустим, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Вот, это счет до 10. Так вот, ein и может быть eins. Это если там один единица, ein, да, это и может быть там раз, eins, к примеру, там дальше там zwei, drei, там vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Вот, это до десятки, дальше идут у нас elf, дальше 12, dreizehn, это, обратите внимание, дальше идет vier, это 4, и fünf, это 5, а идет изменение корневой гласной. 14 будет vierzehn и fünfzehn, сейчас я все покажу. Значит, дальше это 14-15. Ферцен 14, Фуфцен 15. Дальше 16. Значит, Зехцен 16, 17 будет Зибацен, 18, Ахцен, 19, Найнцен, 20, Цвантик. Цвантик. Вот. Сейчас, пройдем здесь. Дальше. Значит, идут цендликер, так называемый. Цендликер это десятки. Вот, не путать, сейчас это у меня ассоциации из карт пошли, десятки, тузы там, короче, такое.
Значит, десятки пентаклей, десятки жезлов. Ну, в общем, не важно. Также магия вплетается автоматически. Не дает мне покоя. Видите, как лезет. И сюда даже. Ну, они связаны. Видишь, связан с кабалой. Кабала непосредственно имеет отношение к темной магии египетской. Вот, это ее остров. Да, ну, неважно. Значит, здесь идут десятки. Цен-гликер. Значит, 10 у нас цен, получается 20 цвансик. Дальше 30 драйцик. 40 ферцик. Дальше 50 фуфтик. 60 зехтик. 70 зибетик. 80 ахтик. 90 найнсик. 100 хундерт. Вот. Сейчас посмотрим на все это дело. Прикроем пока листом ненужное. Значит, смотрите, вот эту таблицу я советую вам перерисовать, потому что она вам понадобится. Значит, как и те таблицы по инфинитивам, которые я давал. Это надо вам в тетрадь перерисовать, которую вы должны были завести, тетрадь в клеточку на изучение идиш-тайч. Мамы Лошин. Вот. То есть вот эти таблички надо вам иметь. Вот такие. Перепишите их. Я сейчас медленно ставлю, вы там на паузу нажмете и всю таблицу себе перекатаете. И разрешаю списывать полностью. Это уместно и 100% поощряется здесь. Это, но не на контрольной. Ну, контрольной как я вам по интернету сделаю? Ну, как-то сделаю. Вот. То есть, смотрите, таблицу эту переписать. В тетрадь себе. На паузу нажимайте там. Все. Так, теперь идем дальше. Значит, дальше идут примеры. Это все понятно, разобрались. Там 12, 13. Это вот, кстати, я сказал драйдстер, лимит драйдстер. Драйдстер это урок 13. Но я вам вот эти вот, как сказать, формы, которые на вопрос какой отвечают, не сколько, а какой, я вам их не дам. Вот как раз это я оставил на следующий урок. Потому что там сложно и муторно. Вот. Почему? Потому что вы скажете, да что ж ты нас еще ничем не загрузил, какое-то там местоимение неопределенное, это вот счет этот, мы его с немецкого помним. Вот. Вы знаете, если вы будете вплетать сюда немецкий в изучение идиш-тайч, то это все равно, что я пришел, вот было такое, и не один я. Во втором классе нам начали, мы в УССР родились, Украинской Советской Социалистической Республики. Значит, город у нас русскоязычный. Ну так получилось. Вот. И, короче, украинский был. Вот. И во втором классе нам начали его давать, но оценки в табель не заносили. С третьего класса только начали. И вот первый урок украинского языка, вот, и мы когда услышали его, ну, у нас школа, это, of Intensive English Learning, или Specialized in English. Это, ну, короче, с углубленным изучением английского языка с первого класса. Но это не важно. Вот. Просто мы там продвинутые уже были. Во втором классе Роберт Бёрдс фактически там бегали, четверостишие какие-то уже знали, по этажам рассказывали. Вот. There was an old man from Peru who dreamed that he was eating his shoe. Ну, это мелочи. Это самое. Здесь не в этом дело. Так вот, начался украинский. И мы послушали вот это все мелкие во втором классе. И на перемене вышли, слышали там один другому в разговоре. Так это ж фактически русский. На кой он нам надо? Понимаете, вот если вы... Вот, и такое вот отношение закрепилось, и преподаватель начальных классов, там, она услышала это, короче, и раздолбала. Сказала, это отдельный язык, прошу его уважать, потому что на нем разговаривает добрая часть этой территории, ну, страны, вот, республики социалистической. Вот. Это, чтобы вам не попасть в просак, вот, это мало ли, с чего мы начали. Значит, это легкое, говорит, а дальше сложное пойдет. Вот. И что вы будете все время его сравнивать с каким-то другим, на который он там похож, частично, где-то кое-как местами. Говорит, нет, и все начинается с вот этой вот расстановки приоритетов в голове. Если вы только вплели сюда немецкий, то вы будете с небрежностью относиться к идиш.
Вот, поэтому я и говорю, что кто собаку съел на немецком, его крайне не рекомендуется начинать вообще изучать. Вот. Или сразу же отсечь всякое восприятие. Потому что здесь и корневые гласные другие полностью, ну, основа только, основа. Это он как диалектически проходит. И немецкий вы же учили какой? Классический. Я уже говорил, я возвращаться не хочу. А как насчет 53 диалектов, которые по Германии ходят на уровне учебников даже, в территориальных громадах, общинах? Вот так вот. То есть литературный и от остальных он отличается. Вот. А у них свои учебники написаны. В Лихтенштейне там и везде. Вокруг Германии. Вот. И они защищают и борются, и в ЮНЕСКО заявки подают на отделение своего диалекта как отдельного языка. Но ЮНЕСКО не признает. А идиш признала и взяла под защиту. Давно причем это. Дело не в этом. Так вот, то есть не вплетайте сюда, если счет похож, то вы дальше просто сбиваться начнете. Это немецкий сильно сложный против идиш. Точно так же русский сильно сложный против украинского. Вот так вот. Это просто несправедливо именно гнобить один в угоду другому. Вот, если вы уже в одном поднатаскались. Значит, ну это я немножко на эмоциях. Аншулдикт, извиняюсь. Вот. Кстати, можно сказать, Беттен Мехиле, это будет уже на арамейском, как бы. Вот, Беттен Мехиле, это прошу прощения, это или просто просить. Это, а если я прошу прощения, их Бет Мехиле. Вот так вот, это я прошу прощения. Это место Аншулдикт. Вот. Значит, смотрим. Сейчас я все время куда-то ухожу, потом сложно возвращаться. Значит, таблицу вы эту видели. Но вы меня спросите, а как же сказать, вот, допустим, 21? Да? Надо же с этим как-то разобраться. Так вот, числительные здесь, я не знаю, как в немецком, я его никогда не учил, только по фильмам знаю, Гитлер капут, там, и Хендехох, там, и прочее, всякую эту чушь, дребедень, эту, ну, то, что показали в фильмах о войне нам, при советской власти. Вот. Так вот, в идиш, если вам надо сказать 21, то есть вплетать цендликер, это десятки, спутать с единицами, вот, то получается мы считаем число с права налево, то есть с конца. Сначала произносим единицы, а потом добавляем ун, это и произносим десятки. То есть, вот, допустим, если 21, мы скажем 1 и 20. Вот я вам на русском говорю. Это будет означать 21. Но сказать надо 1 и 20. Вот, то есть это будет ein und 20. Вот это будет 21. Дальше, 57. Как будет? 7 und 50. Вот. Это 50 получается. 7 und 50, потому что там гласные меняются. Это фин в 5 будет, а дальше идет фуф. Это цин, это 15, и цик, это 50. То есть получается 7 und 50. Тут навести надо, бы я накорлякал чернильной ручкой, оно размазалось. Вот. Короче, дальше. Значит, как сказать 82? Вы сразу скажете, ну понятно, 2 и 80. Правильно. 2 und 80. Вот. Как сказать 45? Это отвечайте. Сказать правильно. 5 и 40. То есть финф уже гласная и остается, потому что это 5 ун и 40 там, допустим, ферцик, да? Это потому что 4 у нас фир, а потом он на фер меняется. Когда мы уходим в десятки туда. И в нацатки, нацат. Вот. То есть это два, в которых меняются гласных. Это фир 4 и финф 5. Вот. Получается, фир меняется на фер, и фин меняется на фуф. Вот так вот. Дальше. Значит, вы мне скажете, ты дошел до сотни, хундер, да, сотня, допустим, там 90 найнсик, вот, и хундерт 100. Как сказать 400?
Вот там, допустим, мы в Сахнут, когда учились в Сахнуте, нам сразу до числительных дошли, нам учительница говорит, меграмм. Вот. Это, ну, 100 грамм, короче говоря. И так вот показала, это все сразу, о, да, вот с этого места поподробнее. Что народ взрослый, там, как бы, после работы, там, как вечерники. Вот. Сразу оживилась аудитория, проснулись там на задних рядах. Вот, ну не важно. Значит, то есть, а тут 400. Ну, 400 грамм это что, 2 шкалика по-одесски. Вот, шкалик это где-то 200. Ну, считалось так, там можно спорить, ну, когда-то. У грузчиков в порту, у бендюжников шкалик был 200. Вот, а что вы хотите, это 2 шкалика 400. Дальше. Как сказать 400? Это, значит, надо сказать 4 сотни. То есть, это будет 4, вы знаете, это фир, хундерт, 4 сотни. Вот, дальше, 900. Значит, 900. Это 9 сотен, 900, потому что 900. То есть, здесь ключевое я поставил. А то я рассказываю, ничего не показываю. Что это за учитель такой, что ничего не это самое. Визуально мы ничего не видим. Правильное замечание. Если вы еще в комментах что-то писали по идиш, пожелания какие-то там, или раздолбай, может быть, я не знаю, я даже удивлюсь. Не, ну бывает профессор зайдет какой-нибудь из там института израильского и может накидать свободно, как идиш, русишер, вертербух. Так, допустим, значит, смотрите. Вот 400, нижнее смотрим, да, это ключевое, здесь хундерт, 100. Вот 400, допустим, вот 900. Будем показывать. 400, 900. Тут получается, вот, значит, фир хундерт 400 и 900 это 900. То есть я красным показал, что это хундерт здесь ключевое. Вот, уже используется 100. Это дальше. Вы спросите, ну хорошо, с этим понятно, там 2 шкалика, все. Выпили. Ну, можно идти работать. Нет, лучше, конечно, после работы. Лучше, конечно, когда 5 звездочек. Дальше. Вы скажете, а вот мне надо, допустим, сказать мне, перейти вот к 1000. Вот как 1000 сказать? 1000 в идиш будет тойзенд. То есть я не знаю, как она там в немецком, не впутывайте его сюда. Я еще раз просто прошу. Это иначе вы запутаетесь полностью и отторжение пойдет. Я уже это проверил. Не только я, короче, всех, кто брался за идиш после немецкого, пошло отторжение. 100%. Вот. Это я вам аналог привел русского и украинского. Он здесь уместен. Вот. Если бы нас тогда не раздолбали во 2 классе, то я бы до конца школы к нему относился с каким-то таким, как какой-то смешной язык, знаете, вот такое вот что-то. А когда, поскольку на место поставила учительница сразу, то я сразу серьезно за него взялся. Вот. Значит, смотрим. Тут, значит, получается 1000, это у нас 1000. Тойзенд, я сказал, 1000. Значит, ein тойзенд, это 1000. Дальше 3000. Что это 3000? Значит, драй тойзенд. Дальше 8000. Это 8 тойзенд. Вот. То есть ключевое здесь вы видите тойзенд. Вот. 1000, да? Вот, смотрим. Ein тойзенд. Драй тойзенд. 3000, да? И 8 тойзенд. То есть тойзенд здесь ключевое. Теперь вы мне скажете, что-то ты не договариваешь. Значит, вот, допустим, сейчас мы тебя накидаем здесь. Как сказать 347, вот, например. Вот что-то вот 347, да? Это, значит, у нас получается драй хундерт, зибум ун ферцик. Вот это будет 347. Вам надо сказать, здесь хитро уже получается, это 3 сотни, значит, и дальше идет, ну, то есть начинаете вы 347, если вам надо сказать, с драй хундерт, то есть это 3 сотни начинаете, а потом идет зибум ун ферцик, это 7 и 40, вот так вот, только не путать 7-40.
Хотя можно зибом, почему нет? Лямалё. Вот. Зибом унферсик. Это, то есть, 347 будет драй хундерт зибом унферсик. Вот. Итак, любое число, там 500, допустим, там 56, да, как сказать. Значит, то есть тут получается финф хундерт, значит, 56, это с шестерки начинаем, получается, зекс ун и 50 фуфтик. Финф хундерт, зекс ун фуфтик. Вот это будет 556. В общем, вы поняли. Но есть, вы скажете, ты же не все дал. Вот как сказать 50 тысяч, допустим. Это вот такой вот современный, скажем так, наезд. Вот 50 штук. Это скажу. Значит, фуфтик. Вот получается, это 50, да? Фуфтик. Значит, тойзенд 50 тысяч. Все просто. Два слова. 50 тысяч. Точно как и вы в русише говорите, в русском. Значит, фуфсик, тойзенд. Дальше. Скажешь, ну понятно, 50 тысяч, что там непонятно. А как сказать 67 тысяч 862? За голову. Ай-яй-яй. Ну, грузит. Как в том анекдоте, студенты его на первом курсе знают. Экзамен сдают. Вот. Одну формулу написал. Кто пойдет к доске объяснять? Все сидят, молчат. Вторую формулу. Еще это. А это кто пойдет? Все сидят, молчат. Хорошо. Как название учебника? Голос задней парты. Во, грузит собака. Понимаете? Это пришли на экзамен студенты. Ну, что-то такой там анекдот, я его точно не помню, но примерно так. Вот. Так вот я вам сейчас, чтобы не было вот этого грузит собака, это, ну, что я вам сказал, 67 862 разбираем. Как сказать? Значит, зибым ун зексик, это, значит, тойзенд, это 67 тысяч. Это зибым ун зексик, это 7 и 60 тысяч. Вот так вот тут получается. Это будет 67 тысяч. Вот. Дальше идет ахт хундерт, это 8 сотен. Дальше цвей ун зексик, это 2 и 60. То есть ахт хундерт, цвей ун зексик. Это 8 сотен, значит 62. 862. То есть еще раз. Зибым ун зексик, тойзенд, ахт хундерт, цвей ун зексик. То есть здесь зексик получился у нас два раза, потому что две шестерки ходят. Вот. Это они в десятках используются. Это зексик. 67 тысяч, это 60 десятков и 7, да? Вот, как-то так вот. И 862, 62 вы тоже без зексик никак не обойдетесь. Там оно тоже участвует. Вот, вот. То есть особо не загрузил, я так понял. То есть претензии эти задней парты неуместны. Вот. Дальше. Последний штрих, кстати, в этом огороде. Огород Гортен. Вот. Дальше. Вот как сказать, допустим, дробные я вам сейчас дам, да? Дробные. 2 пятых. Вот как сказать. 2 пятых это будет цвей финфтл. Вот вы сразу на суффикс. Опа. Уже не цин, это 12, да, и цик, это цендликер, десятки, да, вот. А сразу тыл суффикс появился. Вот я его сейчас тут обозначу, что-то я тут, чтобы вам понятнее было. Вот. Вот, значит, ну тут есть подвох.
это, помимо суффикса меняется еще в некоторых местах корневые гласные. Вот смотрим, значит, как сказать 5/8. Это получается, вы знаете, ну 5 как, финф, ничего не меняется, да? А потом ахтл. Вот, восьмерка будет здесь как ахтл. То есть 2/5 это было цвей финфтл, вот, а 5/8 финф, получается, с пятерки начинаем. Вот, никаких окончаний. И дальше ахтл, это восьмых, вот так вот оно получается. Дальше, как сказать, 3/9 это 1/3. То есть получается это эйн дритл. Вот это интересно. Было драй, да, а будет дритл. Это 1/3. Это важно, это сейчас внимание. Драй это тройка, а дритл это треть. Это, то есть корневая гласная там поменялась. Вот. Это вы скажете, могло бы быть драйтл. Вот поэтому я говорю, не впутывайте немецкий от себятину. То есть это, здесь есть такие нюансы, которые они не вписываются. Вот. А если вы, ну, вы же не будете как азербайджанец, твоя моя не понимай, на базаре. Понимаете, это 3 слова на нашем, 3 слова на ихнем, и все там не поймешь, что, короче. Ну это дурь, так языки не изучают. Поэтому я сказал, внимание, и немецкий не вплетать. Сосредоточиться на идиш, на мама лошен. Вот. То есть, еще раз, драй это тройка, а дритл это треть. То есть, эйн дритл это 1/3. Вот. И дальше, драй найнтл это 3/9. Драй тройка и найнтл 3/9. Еще, это 4/10. Это, оно же 2/5, но пока мы говорим как 4/10. Здесь математика неуместна, просто произнести надо. Значит, это будет фир, четверка, да, и дальше центл, это десятых, центл, это тыл, вот этот суффикс, сейчас я покажу. И дальше 3/4, вот это 3/4, это резьбовые слесарные дела. Вот, там получается dry fertile. Вот, обратите внимание, 4 будет фир, вот, но тут fertile, потому что 3/4. Вот так вот получается. Dry fertile. Вот, а теперь смотрим. Это еще вы скажете, а вот 7/20, допустим, пример, да, еще тут уместный такой. Это зибум, вот, 20 стл. Вот вам 7/20. 20 вы произносите, 20, не квантик какой-нибудь там, а 20, и тыл добавляете. То есть зибум 20, 20 стыл, вот так вот. Тут вот суффикс 20 стыл. Вот, мелко. Чтобы это, то есть здесь уже, если вы идете после 19, то есть на 20 переключились, то есть вам надо 20 сказать, там, это, ну, допустим, это, а 7/21 как будет, вот интересно. Зибум эйн ун 20. Вот так вот. 7/21. Зибум эйн ун 20. То есть, смотрите. Вот этот суффикс. Вот. И вот все вот эти суффиксы в нижних строчках. Чтобы вы их просто видели. То есть, вот дробь, допустим, да, вот как она произносится. Еще раз, 3/4, да. Вот. То есть, это корневую гласную я обозначил. Вот, что она меняется здесь. Значит, ну, суффикс вы смотрите, тыл окончания, да. Дальше, это, и вот здесь вот, ну, сами, в общем, посмотрите здесь. Каляки-маляки тут какие-то. Уже бумаги не оставалось, я так дописывал. Вот, то есть, видно будет, вы поняли, тыл это пока не было 20, а все, что начинается с 20, с тыл, это с, самех вплетается. Потом тестом и лямет. Вот. Да. Ну, я бы еще мог вот пример привести, допустим, да.
Вот, если немецкий, допустим, плетать, то вот колдовство, допустим, Кишев Шпрух, это заклинание. Кишев это колдовство идет. Вот так вот. Ну, Кишев Шпрух это заклинание. Вот. Но заклинание же можно сказать, допустим, если идешь брать уже как бы с арамейским, то есть настоящий, вот, то получается лахеш заклинание. Вот. Не знаю, как оно там на иврите будет, наверное, там лахиш какой-нибудь там, или лохиш там, или, в общем, там разные есть вопросы. Тут и арабы могут вмешаться, кстати, египтяне, допустим, а у нас тоже вот оно похожее, допустим. То есть там оно все как-то вот рядом ходит, но я тут беру за основу арамейский все-таки. То те историки я уже говорил. Вот, поэтому Кишев Шпрух это будет немецкий вариант, и всегда, допустим, часто есть арамейский, то есть лахиш, да, и вот, допустим, Кишев Махерн, это ведьма, вот, это та, кто делает колдовство, Кишев Махерн. И есть еще Махашейфа, ведьма. Вот, Махашейфа, и разницу вы чувствуете. Ди Кишев Махерн, это ведьма, и Ди Махашейфа. Вот. То есть, как бы две разных наименования. Что вы разницу прикидывали? То есть предпочтение в разговоре может быть отдано в зависимости от контекста. Если это Рэбе говорит, то Махашейфа скажет. Если это где-то в сказках используется, то там будет, конечно, Кишев Махерн. В зависимости от того, кто писал. Более религиозные отдают предпочтение арамейским словам в лексиконе больше. Поэтому вы должны гебраизмы в идиш знать, знать тоже. Это неотъемлемая часть языка. Мама Лошин. Ведьма. А виновница Яга, нет опаснее врага. Перед ней сам Горыныч, так не змей, а мелюзга. Ну-ка выйди, Ягоза, погляди людям в глаза. Тоже я не удержусь, а врежу с саблей 2 раза. И в жару, да и в пургу все клянят меня коргу. А во мне вреда не больше, чем в ромашке на лугу. Ну, случайно, ну, шутя, сбилась с верного путя. Я ведь тоже дитя природы, пусть дурное, но дитя. Коль судить, так тех 2 соучастников моих, я по виду только нечисть, а по сути чище их. Ну и ушлый вы народ, аж на оторопь берет. Всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам урод. Хоть обычно здешний люд на расправу не так крут, только чую, мне придется учинить над вами суд. Мы посадим вас в бадью, кинем в море и адью. Обойдетесь и бадьёю, не давать же вам ладью. И снесет вас океан, прям на остров, на буян. Ну а чтоб не одичали, вот вам от меня баян. Правда, он, вина моя, не играет ни рожна. Но какая-никакая, а культура вам нужна. А теперь, честной народ, выньте морды из бород. Чай у нас не панихида, а совсем наоборот. Ну, в общем, можно дальше там вылезают куски сказки Филатова. Вот. Я ее в 6 классе выучил наизусть и на факультативе после уроков по русской литературе рассказывал. 2 пятерки получил в журнале по языку 5 и по литературе. Наизусть полностью рассказал ее. Вот. Долго заняло. Значит, в журнале «Юность» за 87 год, по-моему, она там печаталась. Как раз дед мой выписывал «Науку жизни и юность». Тогда модно было что-то выписывать. Соседи «Огонек» выписывали, 25 рублей стоил. Ай-яй-яй, там Абдулова портрет на А3 формате. Если 2 листа развернуть, вот так, вот, на стенку можно было вешать. Ну, кинозвезды, там, киногерои, в общем-то. Киноартисты, вот, советские. А мы там работниц всяких, крестьянок выписывали, там. Советское фото папа выписывал. Вот. Ну, в общем, это к делу не относится, просто это сейчас воспоминания нахлынули. Вот, о том.
Во мне во многих местах, там, когда тост надо сказать или к месту что-нибудь, цитаты из этой сказки вылезают, я ее вот так вот, если рассказать, я ее уже не помню, потому что это в 6 классе было, а мне уже к 45. Вот. И, но они всплывают кусками, которых я вообще не помню, как экспромты, вот неожиданно. Вот. С того времени еще. Вот. Это интересно вообще, эта память такая штука странная. Вот. Так о чем мы? Значит, у нас получается в контексте, это я сейчас отвлекся в русскую фольклорную систему, вот, а у нас идиш по мамы Лошин занятие. Вот, то есть рассмотрим очередной куплет песни «Кой же папиросен», «Купите папиросы». Значит, допустим, куплет такой, там продолжение песни идет, следующая, между ними припевы. Припев мы уже рассмотрели, я к нему возвращаться не буду, в общем, очередной куплет. Mein Tate in Milchome hat verloren beide Hand. Mein Mame hat die Zores mehr aushalten nicht gekannt. Jung in Kever sich getrieben, bin ich auf der Welt verblieben. Glücklicher und elend verstehen. Bräcklich Kleib ich auf zu essen in dem alten Mark. In dem alten Mark. A harte Bank ist mein Geleger in dem kalten Park. Und dazu die Polizianten schlugen mich mit schweren Kanten. Helft nicht mein Gebet und mein Geschrei. Это я раздельно сказал вам, это пункт, точка. Это я вам раздельно сказал, чтобы вы понимали, где какие слова. Вот. А теперь надо, интересная особенность, всегда изучать лексику языка через фольклор. Это набирать новые слова. Это поскольку мы, как бы сказать, первоклассники, в начальной школе находимся по изучению языка. То есть загружать особенно нельзя, себя там не отпугивать. Вот, поэтому мы будем с этим аккуратничать. Вот. Чтобы много не загружать себе и вам, и всем. Так, значит, у нас тут идет куплет, да? Значит, хочу его показать. Вот он отсюда начинается. Mein Tate in Milchome hat verloren beide Hand. Значит, mein Mama hat die Zores. Да? Mein aushalten nicht gekannt. Значит, давайте сразу переводить. Это, вот я так поставлю, чтобы там видно было. А то скажешь, что это ты там дергаешь рукой, ничего не видно. Да елки-шпалки. Вот. То есть сейчас будем пошагово переводить. Это очень полезно для изучения новых слов. Значит, mein Tate in Milchome. Давайте смотреть. Mein Tate in Milchome hat verloren beide Hand. Это, ну, во-первых, смотрите, mein Tate, это мой папа in Milchome. Вот уже гебраизм идет. Вот, значит, получается, вот вам советише Хеймланд, это русишер идиш. Ну, это советише идиш, вот так вот. Советишер идиш, даже вот так вот получается. Это вот правописание зеленым я дал. То есть на паузу жмите там, что надо. Но в реальности оно вот так вот пишется. Это арамейское. Вот. И сейчас ивритоговорящие, кто Берец Исраэль находится, вот, они сразу уже узнают, Милхома это война. Да, это вот. Ну, так вот она у нас проходит, видишь. Вот. Как она у вас там в иврит, не знаю. Это я подзабыл уже. Вот.
То есть это хей в конце. Милхоме. Хей в конце. Вот. И вот это как слышится, так и пишется, это советский эквивалент. Вот зеленым я написал здесь. То есть мой отец ин Милхоме на войне ход форлойрен утратил. Форлойрен это утратил beide hand, это обе руки. Это я предупреждал, что песня это крайне грустно-печальная, сообразной ситуации, которая происходила в конце 20-х годов. Вот так вот. То есть там нищие, депрессия там какая, ну, в общем, мировая, не знаю, точечная, где эта песня написана была, в каком месте. Вот. Ну, в целом, беднота, нищета, короче говоря, жесткое разделение на бедных и богатых. Такое все, ну, вы себе представляете, когда это писано. Конец 20-х годов, начало 30-х. Вот. Что автор видел на улице, то и в песне использовал. Поэтому не удивляться. Вот. Тогда было после войны много инвалидов, значит, и вот так вот он примерно и писал. Это там и гражданские, первые мировые, где этот автор был, я толком не знаю. После какой войны там это все. Ну, в общем, это историю надо поднимать. Ход форлорен beide hand. Понятно. Значит, mein Mame, да, mein Mame, ход die Zorras. Вот, я написал. Цорос это горе, чтобы вы себе представляли. Вот. Только оно ход дицоре, вот, получается, как бы, но у нас идет цорес в идиш. Вот. Вот такое. То есть это получается, то есть в тексте оно как цорес идет. Это дицорес, это множественное число. То есть моя мама, значит, получила горя во множественном числе. Вот такое вот. Потому что цоры это в единственном числе, да? Вот, а цорес это, ну это уже можно подставлять, если горе одно, то вот какое оно там вайблах получается, женского рода. Вот, дицоры, да? Или цорес. Это будет одинаково. Ди. Приставка не меняется, что вайблок, что множественное число. Вот. Ну вот так вот оно пишется. Цорес. Видите, вот вы можете прочитать вот это вот. Огласовок нет, ничего нет. Это только интуитивно догадываться тому, кто там рожденный с рождения. Вот. И набрал очень большой запас арамейско-еврейских слов. Я бы так сказал это. Без огласовок, которые. То есть обычному человеку их прочитать по приезду нереально. Вот даже Сахнут этого не дает. Они там огласовки 10-й дорогой обходят, говорят, а зачем они вам? Приедете там в Бен-Гурион, сойдете с трапа, короче говоря, там, и сразу же уткнетесь во все надписи, в которых ни одной огласовки нет. То есть привыкайте читать без них. Вот. Вот такое. Если вы их даже выучите, вы их там нигде не встретите. Вот, ну, в чем-то они, конечно, правы, вот, но это сложно очень, это шокирует, это как у нас куча падежей, вот, ну, я уже говорил, что это, кто не сталкивался, просто шокирует. Это с рождения нужно знать это, или долго там пребывать, или заставить себя определенную огромный запас слов набрать, визуальных, на какой-то позитивной волне. Это, а мигранты, как правило, они там 50 на 50. Многие приезжают, за голову хватаются, какой там уже позитив, если ты перепугался. Вот. А другие наоборот. Ну, в общем, это как от человека зависит. Мэр Ойсхалтен, то есть mein Mame ход дицорес, мэр Ойсхалтен нидгекент. Это, значит, вот это вот мэр Ойсхалтен нидгекент, это моя мама получила горе, ход дицорес, да, или горя, вот, больше Ойсхалтен нид, это отрицание нит идет, то есть ойсхалтен это выдерживать, то есть не выдержала больше, это гекент это мочь, это, но поскольку г это партицип от кен, вот это получается прошедшее время, то есть это не смогла более выдержать, вот так вот это переводится, потому что много горя получила мама. Вот. И дальше Юнг ин Кейверзих Гетрибум.
Вот, это получается, молодыми в могилу себя загнали, вот так вот. Юнг инкеверзи гетрибом. Да, это тоже потицев гетрибом, прошедшее время. Вот. Бин и хав дервелт фарблибом. То есть это, ну это, остаюсь я в мире, ну, это, и остался я в мире, вот так вот, он поет, бин и хав дервелт фарблибом, гликлехер, ун элленд вештейн. Гликлехер это, ну, несчастливый, элленд это, вы сейчас скажете, это одинокий элленд, да, это, ну, это как бы, там оно сложно переводится, одним словом его нельзя перевести. Вот. Оно получается как стремящийся, страдающий от одиночества. Вот так вот оно переводится. Умгликлихер несчастный, он элленд и страдающий от одиночества Вештейн. Штейн это камень, вы знаете. Или стоять еще глаголом переводится. Вот. Эйнштейн это один камень. Я говорил это на первых уроках там. Вот, о формировании еврейско-идишских фамилий. Вот, из двух слов, которые состоят, как правило. Вот. Берш. Вот, если Берштейн, допустим, это стоячий медведь. Вот. Или медвежий камень. Там уже в зависимости от контекста, где используется. Камень, ну да. Дальше. Бреклех клайп их авцуэсен индем алтенмарк. Вы сразу, опа, знакомое слово, марк. Да, марк это рынок. Ну вот хасиды, когда в Умань приезжают, они знают, что марк это рынок. Это там даже на витринах кое-где указатели уже появляются мелом или от руки кто-то писал. И мне встречалось, там видео снимали. Я не был там, но смотрел видео в режиме HD. В YouTube это хорошая штука, можно посмотреть нигде не бывая, очень подробно. Если ты человек наблюдательный, и у тебя там развито это, как у Шерлока Холмса, то ты там по деталям определишь все, и не надо тратиться на билет. Вот. И более того, ты туда приедешь разбитый, уставший, голодный, короче, в поисках чего-то там, и многие эти подробности не заметишь просто там на месте. Глаз замылится чем-то, бытовухой текущей. Вот. А вот дома это в спокойной обстановке интересно вот это по крупицам разбирать и рассматривать. Как они там ходят, что они пишут, какие меню читают, на каких языках изложены блюда, вот, на витринах на каких надписи идут. Вот. И вот там, допустим, марк мне попадалось, это рынок. Вот. Ну, тут еще можно клейд, клейд это платье, одежда, вот, а клейдунг там еще. Вот. А клейд это лавка. Вот. То есть марк рынок, клейд лавка, еще кром есть, это магазин. Вот. То есть это я сюда набрасываю вам слов новых, чтобы вы знали, какие могут в быту встретиться в идиш в разговоре. Вот. То есть бреклых клайп, это крошки клайп, это собирать, собираю их авцуэсен, это я, чтобы есть их авцуэсен для еды. Индем алтенмарк, алтен это старый, на старом рынке. Вот. Ахарте банк из Майн Гелегер, Индем Калтен Парк. Ахарте банк это твердая банк, это скамейка. Вот. Ин Майн Гелегер, из Майн Гелегер. Это твердая скамейка, мое ложе, вот лежбище мое, ложе, Гелегер. Вот. Индем Калтен Парк, в холодном парке. Вот, вы себе представляете, крошки собирает на старом рынке, это спит в холодном парке на скамейке. Короче, ундерцу диполициантен шлёген мих мит шварекантен. Ну, дальше там, на этом остановимся пока. Это ундерцу, это в придачу, вдобавок. Индерцу, да, можно сказать дербай. Это, ну, это тоже примерно так же будет переводиться. Вот. Как ундерцу, только ундерцу здесь гумания, ну как в придачу, а дерба это из-за этого вот так вот. Ну там по-разному, дербай может по-разному переводиться. Тоже вдобавок оно как идет.
Это диполициантен, полицейские, шлоген мих mit schwere Kanten, лупят меня, бьют меня, шлоген мих, меня. Mit schwere, schwere это тяжелыми, кантен это такие вот ножки от табурета, где есть ребра, то есть ребристыми какими-то дрючками. Вот, это в сечении или квадрат, или восьмигранник, там, шестигранник, чтобы вы себе представляли, чем его лупят там. То есть не просто дубинка резиновая в сечении круг, вот, а именно ребристые там какие-то ножки от табуреток, в общем, жесть, короче говоря, ребрами бьют его какими-то. Вот, health, а вот тут интересно, смотрите. То есть до этого момента ни гебраизмов ничего не было у нас такого. Кейверзих, гебраизм. Значит, кейверзих это у нас, ну кейвер это могила. Вот. Молодыми в могилу себя загнали. Я уже говорил. То есть пишется она вот так вот. Вот это вот у нас получается кейвер, да, могила. Вот. И вот это советское, идишко-советское правописание. Как слышится, так и пишется. Вот это арамейское. Вот. То есть тут вейс вместо бейс, вы видите, сверху с камацем этим. Вот. Ну, больше гебраизмов не было, и мы дошли до Helft nicht mein Gebet und mein Geschrei. Вот это Helft, это мы проходили по неопределенному местоимению. Вы помните, с апострофом встречается вот это слово. Ты не мудри, ты пальцем покажи. Вот показываю. Апостроф, Helft, nicht. Уже nicht, вы видите, отрицание. Сразу же после глагола идет. Helft, nicht. А это перед глаголом. То есть это получается ме можно расшифровать. Да? Вы по неопределенному местоимению по этому уроку уже помните, что это как ме расшифруется. Helft это то есть они как бы нит беспомощный. То есть это mein Gebet, то есть можно как оно перевести. Значит, беспомощны, ну они тут больше, и они не говорят при переводе. То есть это беспомощный моя мольба гебет, он mein Geschrei. Это и мой крик. Вот так вот это переводится. Вот. Просто здесь еще есть как der zu noch, это в придачу вдобавок. Вот. А дерцу это к тому же, ну тоже как в придачу. Вот это получается. Вот. Это, а по рынку здесь вот есть такая фраза ароб фунмарк. Это как хоре, это хватит, да? Вот. Херов тоже хватит. Хоре это достаточно. Ну тоже с восклицательным знаком, как повелительное наклонение. Вот. А тут по рынку есть вот, допустим, ароб фунмарк, это закончили, то есть баста, вот такое вот резкое обрывание разговора. Ароб фунмарк. Вот. Бреклых бройт это хлебные крошки. Бройт это хлеб, бреклых крошки. То есть бреклых клайп их авцуэсен индем алтенмарк. Вот это бреклых клайп, это собирать крошки, и здесь бреклых бройт, это хлебные крошки. Вот, это, вы должны это знать как новые слова. Вот. Кейвер могила, кварим, множественное число могилы. Вот. Что тут еще? Овес, тоже это будет как кейвер, овес еще есть вариант могилы. Вот. Ну это как погребение, да, и овес погребение, кейвер могила непосредственно. Вот. Что тут еще? Гебет это мольба, вот, молитва. Гешрей это крик, это вот, крики, гешрайб. Ну тут разные варианты есть. Вот, от патиципа там пляшут или. Вот. То есть в следующем занятии
следующем занятии я дам обязательно порядковое числительное Кейн с формой отрицания need Кейн. Это вот я себе тут отмечу, чтобы не забыть. Так, Кейн и need Кейн. Вот. Es als limit geendigt, danken für Aufmerksam. Auf Wiedersehen, bleib gesund. Все, будьте здоровы, урок закончен, спасибо за внимание. До свидания, auf Wiedersehen. Вот. То есть по отпуску я сказал, то есть беру отпуск по языку, значит, ну, по магии я там посмотрю еще по книгам, может, какое-то видео выложу. Там оно как по настроению пойдет. А так я поедешь в отпуск хожу. Вот этого материала вам будет достаточно. Вот. Если меня пробьет на следующий урок до сентября, то я его сделаю. Там посмотрю по настроению. Но быстро это не ждите. Сейчас абсолютная лень какая-то, в общем, апатия там тянет отдыхать больше, валяться. Это, тем более есть чем заниматься, тут хватает всякого. Бытовухи всякой. Так. Алс. До следующих видео.